Сейчас мяску поедем. Опа. Ну, мишки, блин. Фу. Скусали нах. Медведи эти задолбали уже, блядь. Все перерыли нах. Они до такой же степени нах. Рыть. Пиздец. Не знаешь, где проехать. Прошлогодние ямы в этом году добавили еще. Интересно, где остановиться, где выгрузиться. Косинку все уберем. Денис еще не вернулся. Клюет, значит. Так, здесь, наверное, выгружу. Вот тут буду этим заниматься. 4, скажем, колеса. Да, вот здесь и выгружусь. Ну что ты? Ну вот. Примерно так. Вот такие покрышки я с города привез. Спасибо Ромке Рыбину. Привет тебе. И в тот день еще прикупил вот эти, как сказать, цемент. Сейчас я забодяжу
с кирпичами, остатки кирпича, все туда закидаю, что получится. Потом уже на фундамент их и все зальем. Жалко, топора не взял. Фу. Так. Ну вот этот наш чердак. Тут, в принципе, ничего такого важного, нужного нету. Одна рейка. Рейка одна. И все. Наверное. Темно тут. Так. Печка, наверное. Здесь я трубу сейчас разберу. Так-то у меня печка, труба выйдет чуть в стороне, стороной боком. Фу. Ладно. Будем крушить. Будем крушить. Комаров сколько тут. Очень много их. Нафига я не взял этот топор, надо было взять. Ищет-то сколько. Блядь. Труба ебаная, блядь. Кирпич безопаснее, но дорогое удовольствие, дороже и возни больше, конечно. Когда ты из кирпича трубу делаешь, сколько времени уходит. И одна штука кирпича очень дорогой. Лучше, конечно, трубу готовую брать. Железную или что там сейчас, сэндвич какие-то делать. Вот. Ну, все свое отслужил. В принципе, стояла. Фу. Вот так. Возле железной печки там, ну, понадобится еще. Может, доски, может быть. Оф. Комары, конечно, сегодня очень много. Ну да, здесь уже доска.
В принципе, закроем это отверстие. И как будто ничего тут не было. Выбить отсюда это снизу. Короче, не могу я. Прижала тут что, зажала. Айда, айда там командует. Парадом. Ну вот. Там уже чердак. Там уже чердак. Там уже снизу буду я брать все. Все. Ладно, здесь работу я пока закончил. Эти кирпичи тут оставлю. Труба у меня где-то вот тут будет. Придется по-новому пилить. Все открывать. Ну да ладно, это уже в следующий раз. Сегодня главное убрать эту печку полностью. Вот такие делишки. Здесь уже одни руины. Такая картина, ребят. Фу. Хорошие кирпичи тут. Вот так вот. Вернулся Денис с уловом. Первый в рыбу дернул. Вот такой окушок. Начало есть. Щука почему-то не берет. Еще вечерком, может, покидаем спиннинг. Хотя бы так 2, 3, 4 штуки таких. И такая уха получится. Из окуня или из щуки хорошая уха получается. Ну что, потихоньку работа идет. Сейчас будем пить чай. Я перетащил колеса вон туда. Так. Пол трубы уже я разобрал. Пол печки, можно считать, уже разобрано. Здесь открыл, чтобы проветривалось. Там очень много пыли. Да и сам, наверное, я уже грязный. Вон какой. Руки грязные. И ну, каждый печник такой должен быть. Там сажа, чего там только нету.
Мороз столько, что невозможно работать. Хочу эту спираль зажечь. Пусть горит. Ужас, что творится сейчас. Немножко будет дымехи и разгонит этих тварей, блин. Ничего не помогает. Пошаманим тут сейчас немножко. О, вот такие вкусные. А, то есть Дуглас. А bu киркачка. А. Послушайте гул. Слышишь, Денис? Это малая часть по всей избе. Но сейчас они уже начали с ума сходить. Вот этот спираль на них действует, они к потолку поднимаются, там потом начинают падать, как реактивные самолеты, блин. Обуражение не слыпса. Последний ряд, который на земле вообще он сырой. Представляю, что творится на второй избе. Хотя здесь почва хорошая.
Гниет как всегда. Поле, видимо, там плесень затаился тоже. Ничего, доберемся до самых скрытых мест. Сише. Да, ну уже. Там выйка до раз, ну костер до раз. Костера со там-то, а будет вода. Короче, эта химия, конечно, вредна тоже для здоровья, но комаров отгоняет. Это спираль. Наверное, 10% осталось, что вот было тут. Вообще невозможно было работать. Все ушли. Кто умер, кто успел, убежал. Видишь, костера сразу чуть уже. Все подряд сгнило. Уже живого места нету тут. Да. Сколько, 95-й год был, когда строились. Вот и считайте, сколько лет, 20 лет уже. 95. 2005. 95 ще ніхто не їздить Куменова. 25 лет. 95, ну да. 25 лет и вот простоял 25 лет. И как будто только что строили. Не прилетело. Ничего. Монтирую. Еще 20 лет простоит. Ну вот. Последние штрихи остаются. Все чисто. Труба висит. Главное, чтобы на голову не упала, блин. Техника безопасности у Олега, конечно, как всегда. Так, дорожки. Ну вот, ведра. Сейчас будем обедать, покушаем и будем разбирать пол, нары, все это дело.
И внутренняя работа на сегодня закончится. Нары, стол надо вынести отсюда. Не знаю даже куда. Или пока здесь оставим, чтобы под дождем не было. Сперва нары на ванну уберем. Потом уже стол сюда перекинем. Эти полки тоже сюда. На улице не будем выносить. А этот гнилой пол, это все через окно уберем. Это нары тоже здесь пока оставим. В следующий раз приедем. Потому что если сейчас вынести, там завтра уже дожди начинаются. Нехорошо будет. Это костер. Тоже. Это железка. Блин. Вон туда. Ну, в принципе, дела идут. Не очень даже хорошо. Так. Ну, все вроде, Денис. Там суп поставь на огонь. Пусть греется. Суп будем варить. Ой, не варить, а подогреем и покушаем. Прошло уже 25 лет, и, если честно, я не помню, как все это строили, какая погода, скажем, была в тот год. Вот так выглядит сверху у нас вот такие бревна напополам спилены. Ну, на первой избе, на второй избе то же самое. И эту дырку, отверстие придется мне закрыть, потому что печка будет в стороне, где-то, ну, вот здесь, наверное, стоять. Ну, от стены подальше. И придется по-новому пилить. Может, где-то вот тут. Ну, посмотрим, как все будет. Эту трубу тоже уберу я. Диаметром, наверное, 150 он. Тоже там отверстие закроем, все. Ну и сверху там земля, мох. Так, мох слой между пазами там. Ложили мох, чтобы песок не шел оттуда. И все это дело утеплялись так. В принципе, теплая изба, если честно, это получалось у нас. Очень теплая. Вторая изба, она не такая, совсем другая уже. Ну, холоднее, чем это. Старые эти сапоги. Ну, скажем, за водой сходить или еще. В принципе, она не пробитая, ничего, годная еще. Несмотря на то, что он вид такой не очень-то. Ладно, здесь оставим, пускай будет. Примерно так.